Я взмываю снова в небеса, небо сказочный мир. Подо мной степи и леса, где я с детства прожил. Ветер вольный, ты дай силы мне, стань опорой в пути и веди меня к моей судьбе, что я должен найти. Ай-яй, слышу тебя. The money turned into a monster. The money turned me. The money turned into a monster. The money turned me noodles in a pasta. The money turned me tuna and a lobster. They wanna do me, I'ma do it like a monster. 4 a.m. I'm on the north side of Philly, riding around like these haters don't wanna kill me. Всем привет, меня зовут Адильбек Баян, я режиссер-аниматор. Dollar got a million, like do it for the gram, ho. Do it for the gram, ho. She don't wanna bust it, I say do it for them bands, yo. I say do it for them bands, fucking with that broke nigga. You should do it for your man lately. I been on. Я родился и вырос в Астане, с детства любил рисовать, всегда мечтал стать аниматором. И после того, как я закончил 11 класс, я поступил на режиссера-аниматора в университет КАЗНУИ, Казахский национальный университет искусств, Шабыт. И там отучился 5 лет на режиссера-аниматора. И во время учебы на 3-м курсе нас позвали в Алмату поучаствовать на этом вот проекте. Это первый в истории Казахстана полнометражный анимационный мультфильм 2D, именно рисованная анимация покадровая. И там я работал год со всеми остальными аниматорами над этим проектом. После этого, то есть мы проект закончили, аниматоры закончили свою работу, а после этого его пустили на озвучку, монтаж и писали музыку под него. А потом он в 2018 году в ноябре вышел в кинотеатре. Почему вы решили, что одним из главных героев должен быть Беркут? Изначально цель была сделать что-то колоритное, именно с казахским колоритом, поэтому именно они выбрали орла. А Музбалак – это одна из стадий взросления орла. А почему казахские мультфильмы такие скучные? У нас нет юмора? Ну, во-первых, хочу сказать, что сама история казахской анимации, она только сейчас зарождается. То есть это такой вид искусства, который только сейчас начал развиваться. Думаю, в будущем мультфильмов будет очень много юмора. Казахстанская анимация, опять же, она только на старте своего развития, поэтому в будущем режиссеры будут учиться на ошибках и делать больше юмора, делать больше для детей и так далее. Так как этот мультфильм больше был предназначен для того, чтобы как-то раскрутить именно драматургию персонажей, его сделали немножко более серьезным. Поэтому, может быть, как-то маловато юмора. Вам понравилось работать над этим проектом? В команде аниматоров было около 7 главных и плюс 15 где-то ассистентов. Не считая уже остальных людей, которые участвуют уже при монтаже, добавляют спецэффекты, сценаристы, музыканты, звукорежиссеры, которые делают саунд-дизайн и так далее. Самих аниматоров было около, получается, 20-25, может быть. Для нас это был прям огромный опыт, потому что я считаю, что любой человек искусства, он должен прежде всего опыта набираться именно вот на таких проектах, именно на практике, а не в теории. Кому пришла идея нарисовать такие большие брови, причем герои всегда носят головные уборы? Такие моменты вообще прорабатываются всегда с режиссером. В анимационном мультфильме есть несколько людей, то есть несколько специальностей вообще при создании анимационных мультфильмов. Бывает концепт-артист, бывает дизайнер персонажей, бывает раскадровщик, бывает аниматор. Сейчас по каждому я пройдусь. Концепт-артист – это человек, который рисует картину, то есть он показывает, как должна выглядеть сцена вообще, то есть с какой стороны падает свет, какого цвета этот цвет и так далее. То есть там могут быть холодные тона, там могут быть теплые тона и так далее. Точно так же, как на вас сейчас падает свет,
концепт-артист рисует именно кадр один, затем его утверждают вместе с режиссером, чтобы дать какое-то настроение именно этому моменту в данном конкретном фильме. После есть дизайнер персонажей. Это тот человек, который читает сценарий, представляет этого персонажа у себя в голове, как бы он мог выглядеть. Затем рисует очень-очень много вариантов. То есть иногда на разработку одного персонажа уходит несколько недель, может уйти несколько недель. Точно так же дизайнер персонажей просто берет одного персонажа, рисует очень много вариантов, затем опять же утверждает его вместе с режиссером. В данном конкретном мультфильме, так как он казахский, у режиссера было представление именно каких-то казахских батыров вот именно в этом ключе. Это уже вопрос больше дизайна персонажей. Затем есть раскадровщик, то есть человек, который опять же читает сценарий и рисует каждый кадр мультфильма покадрово. Прорисовывает его в маленьких квадратиках, чтобы показать, в каком месте кадр должен быть, с какого ракурса должны быть показаны персонажи. Точно так же, как у нас сейчас снимают камеры, например, в одном кадре персонажа могут снимать рядом с камерой, то есть он может быть расположен близко к камере. Бывают какие-то общие планы, где, например, персонаж лезет на гору, и его снимают издалека. Вот это все делает раскадровщик. И последний, это в анимационном мультфильме, конечно же, аниматор. Тот человек, ключевая фигура в анимационном мультфильме, тот человек, который делает анимацию. Опять же, берет раскадровку, смотрит, что делает персонаж, затем начинает это все покадрово рисовать и анимировать. Сколько времени ушло, чтобы нарисовать одного персонажа для мультфильма? Сам мультфильм создавался около 2 лет, из них 1,5 года делалась анимация. То есть на всю эту анимацию ушло 1,5 года, и аниматоров было вот 20 человек, делали 1,5 года этот мультфильм. Сама сцена, например, если в одной сцене несколько персонажей, то эта сцена, она делается дольше. А если все эти персонажи еще и двигаются в этой сцене, то она делается еще дольше. Но чаще всего, если в кадре, например, только один персонаж и показан, например, крупным планом, такие сцены делаются очень быстро, так как легче рисовать и так далее. Зачем вы стали режиссером-аниматором? Вы считаете, что у вас это хорошо получается? Я с самого детства смотрел очень много мультфильмов, мне всегда это нравилось. Я еще с 4-5 лет, наверное, начал уже рисовать. Мне всегда это нравилось, и я всегда знал, что именно на этом я буду зарабатывать в будущем, что это станет именно, что моя профессия будет связана с рисованием и с мультфильмами. Затем годы шли, я не переставал смотреть мультфильмы, я все больше рисовал. Даже на уроках, при этом, то есть я хорошо учился, но даже на уроках я очень много рисовал. И последние 2 года я занимаюсь уже 3D анимационными мультфильмами, которые выпускаются сейчас на телеканале Балапан. И мы обучаем детей, взрослых анимации, 3D анимации, которые позже уже участвуют на таких вот крупных проектах. Мы основали Академию анимации, где сейчас мы обучаем людей именно искусству 2D анимации и 3D. Недавно у нас выпустились 3D-студенты, некоторые из которых уже работают на каких-то проектах. И дальше, именно развиваясь в этой сфере, они будут участвовать в еще более значимых проектах. То есть эта сфера, она только-только зарождается. И таких вот мультфильмов, а то и лучше, вы увидите еще очень много. Я вообще считаю, что любое искусство, оно должно приносить деньги. Например, любая сфера искусства в Америке, она приносит очень много денег в страну. То есть мы слушаем их музыку, мы смотрим их фильмы. Тем самым мы отдаем очень много денег именно на Запад, в Америку. Но пока на анимации в Казахстане еще никто не заработал. То есть анимация не принесла в саму страну достаточного количества денег, то есть почти вообще не принесла. Но такие виды искусства, они должны работать на страну.